Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Продолжаем уроки на тему асбаб аль-магфира, причины прощения грехов. И мы с вами в прошлом уроке прошли, мы остановились та'алимун нас аль-хайр, то есть причина прощения грехов, обучение людей благому, когда человек, альхамдулилля, учит людей к благому, призывает к Корану, к Сунне, когда человек обучает других к чему-то полезному, альхамдулилля, в хадисе говорится, даже муравьи будут за него дуа делать, даже муравьи в своих муравейниках, даже рыбы в морях, в реках, они будут просить прощения за этого человека. И бинау масджид, постройка мечети. Дошли, нет? Тема, Нет, да? Вы, наверное, только запомнили пакет Яровой. Даже, да? Альхамдулилля, вот юрист пришел, альхамдулилля, объяснил, что все-таки государство, оно как бы упорядочивает вопросы призыва к религии, чтобы кто попало не занимался, но фактически, то есть таких вот страшных вещей нет, да? Страшных вещей нет. Поэтому, альхамдулилля. Бинау масджид. Постройка мечети. Альхамдулилля, Всевышний. Во-первых, что такое мечеть? Многие люди не могут понять, особенно те, которые пока еще не дошли до вот этого счастья, радости, выстаивать молитвы, коллективные молитвы, да? Многие люди, они не могут понять, что такое мечеть. Вот если проще объяснить, вот Всевышний Аллах, Он милостивый. Альхамдулилля, Он дает нам возможность своими руками, своими финансами, средствами, возможностями построить для нас дома Всевышнего Аллаха. То есть каждая мечеть – это дом Аллаха. Но мы знаем, что Аллах не нуждается в этом доме. Но Аллах дает нам возможность построить дом Всевышнего Аллаха там, где мы живем, в любом городе, в любом селении, да, даже по несколько, не только одну мечеть, и ходить к Нему в гости. Кому? К Аллаху. То есть мы приходим в мечеть в гости не к имаму, ни к устазу, ни к главе какого-то города, района, да, ни к царю, ни к халифу. Мы идем в гости к Аллаху. Мы одеваем лучшее одеяние, например, Яум аль-Джумга, иншаллах, вот успеем, если сегодня про это будем говорить, да? И мы идем в гости к кому? К Аллаху. Куда? Домой, к Нему. И прежде всего мы должны понимать, что нас встречает не только имам, бабай, нас встречает Аллах. Милость Аллаха встречает. И про это очень много хадисов. И, альхамдулилля, Аллах дал нам возможность ходить к Нему в гости. Для этого мы должны построить этот дом. И, альхамдулилля, кому Аллах дал возможность строить дом Аллаха, это великое счастье. И это не всем дано. Те, у кого есть возможность строить, то есть деньги, таких много. Но не все могут построить мечеть, просто имея на это финансовые возможности. Не все. Поэтому Аллах Тааля, Он сам выбирает. Он сам выбирает себе подрядчика. Он сам выбирает себе строителей. Альхамдулилля, Он внушает в их сердца желание сделать это. Он дает им возможности, создает все возможности, открывает все двери. И, альхамдулилля, получается, иншаллах, результат. Поэтому не всем дано строить мечети. Но, альхамдулилля, тот, кто построил ради довольства Аллаха мечеть, Аллах перед ним в долгу не останется. То есть он без зарплаты не останется. Аллах Тааля обязательно ему заплатит. И мы знаем, кто бы что бы на пути Аллаха не делал бы, Аллах никогда, ни перед кем, не забывайте это, Он в долгу не останется. Он ни перед кем в долгу не остается. Аллах Тааля увеличивает награду за то, что мы делаем одно дело, от 10 до 700 раз, а то и больше. И, как передает нам Усман ибн Аффан,
радийаллаху анху, который очень много, мы знаем, тратил на пути Аллаха. «Сами'ту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль». Я слышал, как посланник Аллаха сказал: «Ман бана масджидан», кто построил мечеть. Но здесь идет условие. Сниская довольство Аллаха, то есть только ради Аллаха. Не потому, чтобы там его похвалили, не для того, чтобы его имя дали, назвали мечеть его именем, не для того, чтобы его там на доску почета повесили, не для того, чтобы его сделали там благотворителем года, да, или там мэр, или еще кто-то поощрил. Нет. То есть Аллах Тааля, посланник Аллаха, говорит, что здесь есть условия. Он строит мечеть, сниская лик Аллаха, то есть довольство Аллаха. «Бан Аллаху ляху бейтан фил джанна». Аллах построит ему дом в раю. Если человек построит на этой земле дом Аллаха, сниская его довольство, ради довольства Аллаха, да, Аллах построит для него дом в раю. Машаллах. Машаллах. Вот, альхамдулилля, мы уже будучи на этой земле, у нас есть возможность, прекрасная возможность построить себе дом в раю. Если мы построим здесь дом Аллаха, где мусульмане могут, иншаллах, поклоняться Аллаху Тааля, Аллах Тааля построит для нас дом в раю. И когда мы в Нижнекамске начали строить мечеть, денег нет, идем тому, идем к этому. И нужно было попросить, я говорю, я бесплатно не прошу, зашел к одному генеральному директору, но он далекий пока от ислама, но что-то у него там внутри вот есть, альхамдулилля, вот этот свет в глазах, когда говоришь про это. Но ему нужно объяснить, что я не прошу у него денег. Нас же привыкли, что имамы идут и просят денег, да? Вот я и молодым шакирдам всегда говорю, вы не просите, вы предлагайте. Вы предлагайте людям заработать аджр на пути Аллаха. Поэтому можно по-разному понять. Можно понять, что вот имам опять там приходил с протянутой рукой, да, все время ходит, да. А есть еще другой вариант. Имам предлагал ко мне с коммерческим предложением построить дом Аллаха и тем самым построить себе дом в раю. Поэтому я как-то пришел к одному человеку, я говорю, ничего у вас не прошу. Я говорю, во-первых, я у вас ничего не прошу. Во-первых, это я вам предлагаю поучаствовать в супервыгодном бизнес-проекте. И гарантию прибыли, пользы дает сам Аллах. Потому что, построив магазин, никто не дает гарантию. Ты оформишь все документы, купишь землю, все там услуги, все заплатишь, проект сделаешь, всем заплатишь, подрядчикам, но кто тебе даст гарантию, что у тебя магазин пойдет, торговля будет, выручка будет, и от этого польза будет? Никто не дает, так ведь? Никто. Те, кто подписи ставят, те, кто у тебя деньги просит, никто не дает гарантию. Потому что в таких вещах гарантию может только дать один Аллах. Но здесь есть гарантия. Гарантия. И он не понимает. Я говорю, постройте дом Аллаха, поучаствуйте, Аллах вам построит дом. Аллах вам построит, потому что дом всем хочет строить. Человек приходит на хорошую должность, он начинает дом строить, пользуясь этим. Так ведь? Люди в долги залезают. Иногда мусульмане приходят, имам, дай мне фатва, у меня зарурият, мне обязательно надо дом построить или квартиру, можно мне там в кредит взять, да? У нас очень много, кстати, в Казани братьев. Я когда сюда переехал, я вообще удивился. Очень много братьев, они прямо бисмилля кредит берут в банке. Да? Вот очень много подходят и спрашивают, можно, вот мне же дом надо строить, мне же надо машину поменять, мне же надо вот это. Вот. Я ни разу еще не слышал такого брата, который вот пришел и говорит, мне вот надо позарез мечеть построить, можно мне в кредит взять? Да, приходят там, мне надо бизнес делать, можно мне 50 миллионов в кредит взять, мне надо магазин строить, мне надо оборудование брать. Вот все спрашивают, да, вот где лазейка, вот покажи, бисмилля. Я тебе там садаха дам за это, да?
Но никто, валлахи, никто ни разу не подходил ко мне и не говорил, вот мне надо обязательно мечеть достроить. Ну мне вот можно кредит взять, да? Потому что вот нам хочется строиться для себя. Вот Аллах Тааля, посланник Аллаха говорит, посланник Аллаха, ты построй Аллаху дом, которым он не нуждается, ты туда будешь ходить, ты там будешь поклоняться, иншаллах, аджр брать. Вот дальше тут уже идет следующие причины, да? Через постройку мечети у нас появляется огромный список возможностей, альхамдулилля, чтобы Аллах прощал нам грехи через вот эти дела. Но у нас нет такого. Мы не стремимся к этому. А ведь это же милость Аллаха. Это, во-первых, я ему говорю, вот директору этому, во-первых, ты строишь для себя, не для меня. Во-вторых, если ты не построишь, так другой построит. Другой построит. Просто все-таки я надеюсь, что Аллах Тааля вам даст эту возможность построить. Поэтому даже был такой случай, когда отказали, и секретарша мне звонит, вот, Хазрат, к сожалению, вам отказали в помощи. Я говорю, да, к сожалению, ну не повезло уж, ладно, говорю, не расстраивайтесь, не повезло. Они не понимают. Ну как, говорит, ну ладно, вы, говорит, в следующий год еще напишите, говорит, может повезет. Я говорю, вы извините меня, девушка, не повезло не мне, а вам. Но это, говорит, громко сказано. Я говорю, вы понимаете, уважая вашего шефа, я все-таки надеялся и молился Всевышнему, чтобы он избрал его для этого великого дела. Но, извините, ему не повезло. Ну, иншаллах, может, в будущем повезет. Альхамдулилля, через пару лет он построил мечеть. Альхамдулилля. Поэтому, дорогие братья, это Аллах строит для нас дом в раю. И очень много вариантов этого хадиса. Очень много вариантов от Усмана, радийаллаху анху, от Абу Зар, других сподвижников. И в другом варианте этого хадиса, этот хадис в сборнике Бухари Муслима был, в другом хадисе говорится, кто построит мечеть Аллаху, лилляхи масджидан. Даже если с размером мифхас, то есть мифхасу хатат, то есть это место, куда садится куропатка. То есть это не дом куропатки, потому что если мы скажем дом куропатки, кто-то может понять, это вот курятник какой-то, да, маленький. И вот мечеть такая. Нет, ученые говорят, что вот это место, куда садится куропатка в природе, вот это маленькое место. То есть посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, объяснил, что Аллах построит дом даже тому, кто построит небольшую мечеть. То есть, чтобы, альхамдулилля, заработать этот аджр, эту награду от Аллаха, чтобы Аллах тебе дом построил в раю, да? Не обязательно строить там Кул-Шариф, да? Масджид Джами, там соборную мечеть. Иногда можно построить небольшую мечеть, маленькую мечеть, но, иншаллах, также заработать этот аджр. Поэтому милость Аллаха безгранична. Но это не значит, что можно построить мечеть там на одного человека, на двоих. Но это просто исраф будет. Это бесполезное здание будет. Поэтому нужно строить, чтобы твоя мечеть, она приносила пользу. Чтобы люди, вот, например, человек может построить мечеть на одного человека. Это же глупость. Это же глупость. Как вот на одного человека? Построй на несколько человек, да? Поэтому здесь нужно правильно понимать. Маленькая мечеть, но это не значит, что вот именно то место, куда куропатка садится. И, дорогие братья, машаллах, мы с вами, Аллах Тааля так пожелал, что мы с вами живем вот во время, может быть, там перестройка, перемены, да, есть свои, у каждой эпохи есть свои трудности, но, машаллах, вот если действительно поразмышлять над этим, подумать, мы, альхамдулилля, наше поколение, оно очень счастливое. Оно очень счастливое, потому что те поколения, которые жили до нас, у них не было возможности строить мечети. Потому что оттепель после 90-х только пошла. Так ведь? Альхамдулилля, у нас 1500 мечетей построили в Татарстане. Сегодня задача стоит оживлять эти мечети. Может быть, придет время, когда у нас уже не будет нужды строить эти мечети, да, и человек, который, может быть, даже имея при себе много денег, у него не будет возможности строить мечеть, потому что не будет нужды. Все уже построили.
Все уже построили. Здесь магазин, здесь магазин. Зачем уже третий магазин? Поэтому мечеть, люди уже не нуждаются в мечетях. Поэтому вот мы можем дожить до тех времен, когда уже не будет нужды строить мечети. Поэтому те поколения, которые жили до нас, у них не было возможности строить мечети. А те поколения, которые еще дальше жили, так это было время, когда они разрушали мечети. Шлайми юкма. Было время, когда люди разрушали мечети. Вот в 90-х, в 2000-х годах статистика показывала, что в неделю одну мечеть мы открывали только в Татарстане. В неделю одну мечеть. Мы просто ездили туда и радовались. Мы радовались, что вот появился минарет. Мы радовались, что появился азан. Появилась возможность людям, машаллах, ходить в мечеть. Да? Но было время, когда те же мусульмане, такие же мусульмане, они приходили и своими глазами видели, как разрушали эти минареты. Они смотрели своими глазами, такими же глазами, да, через вот эту скорбь, через вот эти страдания, они видели, как закрывали мечети. Мы видим, как открывают мечети. Они видели, как закрывают эти мечети. Мы видим, что вот в нашу деревню, машаллах, приехал брат, имам, молодой, отучился в мадресе, приехал, ему грант даже выделили с муфтията. Просто приезжай, бисмилля, давайте, мы тебе и грант дадим. Во многих деревнях уже говорят, давайте дом построим, давайте вот зарплату поставим. Да? Еще вот когда мы приезжали, такого не было. Да? Мы сегодня живем в такое время, а они жили в то время, когда в России 30 тысяч имамов погубили. Их просто кого застрелили, кого куда-то потеряли. Они просто терялись. Когда с ясту с ночного намаза он возвращался через речку, а там прорыв была, он просто терялся там. Куда-то без суда, без следствия, понимаете. Это были такие времена, и люди это видели, что не было возможности. И если идти еще дальше, во времена там Резы Фахриддина, рахимахуллах, Алимжан Баруди, вот они были муфтиями 100 лет назад, то это было вообще, как сказать, если та эпоха, где мы живем, это весна, да, это оттепель, это солнце, это вот все возрождается, люди приходят, машаллах, вот зайди в любую мечеть, да, людей все больше и больше, а это для них-то, их эпоха, это осень была. Осень была. Они видели, как люди оставляли мечеть. После революции, вот у Резы Фахриддина есть книга, она в рукописной форме, она еще не выпущена в архивах Уфы. Да? Историки пишут, Юаныш называлась эта книга. Юаныш, когда вот он не мог себя успокоить, просто он написал эту книгу, и он говорит, после революции, говорит, когда вот это безбожие пошло, движение, да, я видел, как мои, говорит, наши татары, говорит, которые были, казалось бы, мусульмане, они толпами, говорит, оставляли мечеть и уходили в неверие, в куфр. Он не говорил там в джахилият, там оставляли поклонение, он говорил, они уходили в куфр. Это было страшное время, и какой там химмет, какой там пыл, какое там желание дальше работать. Даже вот у него книга есть, сколько томов, Эфер называется. Эфер, то есть он написал имамов, ученых, их биографии короткие, да. Он это написал для последующих поколений, чтобы они узнали, чтобы знали, что были такие люди, машаллах. Но когда он писал, есть там такие строчки, я, говорит, пишу эти строчки, и я знаю, что из наших поколений никого уже не будет, чтобы читать эту книгу. Вот представьте себе, у них, как их сломали, да? То есть это было такое время, и альхамдулилля, прошло 80, 100 лет, но ведь солнце-то взошло, альхамдулилля. И сколько бы мы ни любили жаловаться, да, кого-то бронить, кого-то ругать, да, альхамдулилля, Аллах дал нам возможность. Аллах дал нам возможность, и сегодня дает возможность оживлять мечети, строить мечети. Это же стройка мечети, это не только кирпичи ложить, да. Вот пришел ты в деревню, дом купил, машаллах, а туда никто не ходит, так ты оживи эту мечеть. Оживи эту мечеть, помоги, спроси Хазрата, Хазрат, как я тебе могу помочь? Машаллах, у нас есть братья, которые больше любого имама работают. Переезжает в какую-то деревню, да, он хутбы не рассказывает.
Да, он там где-то аттестацию не проходит, да, но он просто помогает мечети, помогает, он помогает организовать, он там взбодрил имама, да, машаллах, там с ним посидел так, что можно сделать, и альхамдулилля, год за годом все людей больше, уроки там это помогает, альхамдулилля, другие братья приходят, все, вот они построили мечеть, потому что до этого здание какое-то построили, да, с минаретом, какое-то здание, оно пустовало. А вот этот брат пришел, он оживил эту мечеть. Альхамдулилля. Поэтому очень много, дорогие братья, возможностей. И альхамдулилля, Аллах дает. Аллах дает. Кто что ищет в жизни, то и дает. Вот недавно тоже с имамами встречались насчет вакуфа. То есть, как содержать мечети, как рынки. Вот раньше же были рынки строили. Сегодня в Турции много мечетей, рядом рынок, рядом магазин. Они сдают в аренду, за счет этого мечеть живет. Да? И кто-то начал там жаловаться, кто-то начал ныть, как всегда. Да? То есть, мы же любим ныть. Да? Вот почему нам государство не помогает, почему там Таиф нам 1% не отстегивает. Я говорю, вам лично, я говорю, понимаете, вот все, что мы просим, манну небесную, да? Главное, чтобы нам не работать. Если нам этот, тот, они так дают, они так помогают. Но если все за нас будут строить, государство будет строить, какие-то корпорации, да, а кто себе дом-то в раю построит? Аллах же нам дает возможность. Это же мы хадис-то этот знаем, а не этот Фалян Фалянович, генеральный директор. Он этот хадис не знает. Даже если это слышал, он не понимает. Так мы же понимаем это. Так значит, нам Аллах дал эту возможность. Поэтому, альхамдулилля, если тот вакф, тоже вакф, вот это имущество Аллаха, которое содержало мечети, мадраса, там устазам платили, это же было у нас, вот это. И кто может сказать, что в царской России до революции мусульманам давали больше прав, чем сегодня? Нет, не было никаких прав. Если церковь это все за счет государства, то сегодня еще, альхамдулилля, есть такого зульма нет. Но тогда вот они же организовались, они же собрались. Вот те же братья Ахмад Байның, у него два брата было, 3 брата, Галеевой, Ахмед Бай, Галеев. Да? Они 3 брата организовали свой бизнес, они построили около 100 мечетей. 3 брата. Никого не ругали, и тем более они доросли до такого уровня, да, это купцы первой гильдии, олигархи были, да, они доросли до того, что они не просто мечети строили, они школы содержали, они систему образования меняли, потому что такой системы образования, как сегодня, не было. Но они же дошли до этого, они не стали кого-то бранить, кого-то ругать, бисмилля, они сделали это. Вот сегодня, кто в Оренбург съездит, посмотрите, огромное здание сельхозакадемии. Государственный сельхозинститут. Это его здание, это его халяльные деньги. Там табличка висит. Это он построил это здание, сколько этажей там. Альхамдулилля. Они 100 таких зданий построили. И не только в России, на Руси, так скажем. Да? Они построили в Монголии, в Китае, где они, вот, у них бизнес был, торговля была. Они в Мекке построили. Они в Мекке строили. Альхамдулилля. Они не ждали. Тогда еще в Мекке не было нефтедолларов. У нас вот поехал, построил. И когда он умер, он очень много денег оставил. Он сказал, так раздайте, говорит, этим нищим в Мекке, говорит, которых я видел, говорит, там в палатках, в камышовых жили, говорит. Везите туда, говорит, мои деньги и раздайте им, говорит. Он сколько денег оставил, чтобы в Мекке раздали садака. Вот представьте себе, альхамдулилля, не ныли, не плакали, бисмилля. И Реза Фахриддин про него книгу написал. Он потому что последние годы жил здесь, в Казани. Он говорит, около 40 устазов просто содержал. Говорит. 40 учителей жили, обеспечивали свои семьи за счет него. Он платил им зарплату. Потому что государство не брало на себя. А сегодня не надо нам школы строить, садики, там, больницы. Это уже все государство сделало. Ну хотя бы давайте... Дом-то в раю сами построим и сами содержим. Так ведь? Поэтому, машаллах, бина у масджид — это огромная причина того, что Аллах простит нам наши грехи. У каждого есть возможность. Вот тут, конечно, молодежи больше, да, но альхамдулилля, у кого-то, каждого какое-то свое дело есть, да, свой какой-то бизнес, кто-то может быть студент. Бисмилля, сделайте намерение. Намерение сделайте. Иншаллах, я построю мечеть. Двигайтесь к этому. Иншаллах. А Аллах же открывает.
Аллах же открывает. Потому что иногда вот с молодыми братьями сидишь, разговариваешь, да, когда вот их настрой жизненный слышишь, там, ну я не знаю, ему 18, но кажется уже, что 89. 90 там, ну бисмилля, я уж что-нибудь. Я говорю, ну как ты? Вот мне жену надо. Я говорю, машаллах, машаллах, это же сунна. Машаллах. Я говорю, ладно, брат, давай, где учился, чем занимаешься? Ну пока я это больно ничем не занимаюсь. Да? Я говорю, ну как-то надо же жену кормить. Ну жена будет, буду думать. Я говорю, а пока ты что, не это что ли? А что спину гнуть? Валлахи так говорит. А что на Васю, говорит, спину гнуть? Зачем, говорит? Мне хватает своих там 9 тысяч, говорит, у меня этот, ну где-то охранником работает, да, ну так не пойдет. Я говорю, если бы у меня была дочка, я бы, говорю, брат, тебе ни за что не отдал бы я, ни за что. Я говорю, и искать тебе жену я ни за что не буду. Поэтому, ну с таким настроем, да, ну побед не будет, альхамдулилля. Поэтому делайте ният, Аллах откроет, иншаллах. Да. И как-то, даже если кто-то строит, может быть, ну, сам не сможет, да, поучаствуйте. Может быть, вот как сказать, ваша доля в этом бизнесе, да, иншаллах, будет искренней, и ваша доля даст баракат всему проекту. Вот есть же братья, которые говорят, я хочу сам там под ключ мечеть построить. Был такой случай в одной из арабских стран. Молодой приходит к одному шейху, ну, ученому, и говорит, уважаемый шейх, я хочу построить мечеть. У меня есть деньги. И он говорит, ладно, машаллах, говорит, бисмилля, говорит, сделай ният, говорит. Ладно, говорит, я после джумга, говорит, сделаю объявление, что мы будем строить мечеть. Поставим, говорит, урну, счет откроем, пускай люди садака будут собирать, и вот так начнем эту мечеть строить. Он говорит, шейх, вы меня, говорит, неправильно поняли. У меня, говорит, деньги есть, мне не надо садака собирать, я сам построю. И ученый такой говорит, улыбнулся и говорит, я, говорит, так не могу рисковать. А как, говорит, вот все, деньги есть, говорит, могу показать, гарантию дать. Нет, говорит, не в этом дело. А в чем, говорит, дело тогда? Зачем эти нужны бабушек, дедушек деньги? А если, говорит, ты один построишь мечеть, и у тебя не будет искренности, Аллах не примет эту мечеть. И не даст баракат этой мечети. И эта мечеть, она не будет приносить пользу людям. А если 1000 человек дадут свои инвестиции, и если у кого-то только примется, Аллах даст баракат этому проекту. Поэтому я не могу, говорит, рисковать. Пусть, говорит, лучше не 1 человек, а 1000 дадут. Зато у нас будет шансов больше, что Аллах примет это дело и даст баракат. Поэтому, альхамдулилля, есть возможность, надо стремиться к этому. Тем более у нас весна. Вот надо признать это. То настроение, которое было у Резы Фахриддина, да, у Баруди, понимаете, им очень было тяжело. Потому что перед их глазами терялись имамы, закрывались школы, закрывались мадраса, закрывались мечети. Им очень тяжело было. А у нас все открывается. Альхамдулилля, мы идем вперед, и этому надо радоваться и благодарить Аллаха. Следующая причина. Аль-вуду ба'д аль-хадат. Омовение, то есть обновлять омовение после осквернения. То есть когда справляешь нужду или же когда портится тахарат. Вассаляту ракаатейни ба'да хазаль вуду фи айи саатин мин лейлин ау нахарин. И 2 ракагата, совершение 2 ракагатов намаза после этого омовения в любое время дня и ночи. И как передает нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как-то обратился к Билалу, радийаллаху анху, и сказал: «О Билал, расскажи мне, что же ты совершаешь, вот самое лучшее твое дело, которое дает тебе больше надежды в исламе. Вот самое лучшее дело, расскажи мне об этом деле, что ты совершаешь в исламе. Потому что я слышал шум твоих ботинок, твоей обуви, да, твоих сандалий, перед собой в раю. Перед собой в раю. То есть не за мной, а передо мной. То есть получается, я слышал твои шаги, ты шел передо мной в раю. То есть получается, ты меня обогнал так, в чем-то, так ведь? И поэтому он спросил, что ты такое совершаешь, вот самое лучшее у тебя.
в исламе. И на что Билал, радиаллаху анху, ответил: «Ма амильту амалян арджа инди мин». И я, говорит, ничего такого не совершаю, который дает мне большую надежду, «Мин анни лам ататахару тухуран фи саатин мин лейлин ау нахарин илля саллейту бидалика тухур ма кутиба ли ан усаллия». Кроме как, у меня, говорит, ничего такого нет особенного, кроме как одно дело. Любое время, когда я совершаю омовение, то есть беру тахарат, в любое время дня и ночи я обязательно после тахарата совершаю 2 ракагата намаза. 2 раката. То есть я не пропускаю 2 ракагата намаза. Мы знаем, что среди дополнительных молитв ан-навафиль, это не обязательно, да? Это не ваджиб, это дополнительные молитвы. Есть молитва 2 ракагата, которая совершается после омовения. Берешь тахарат и совершаешь 2 ракагата намаза. Вот это, говорит, я делал, это я совершал. Это хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. И другой хадис уже от Бурайда ибн аль-Хусайб, от его отца, радиаллаху анху, что как-то раз, когда наступило утро, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позвал к себе Билала. То есть, когда наступило утро, он позвал к себе Билала и сказал: «О, Билал, бима сабактани иляль джанна, чем ты меня опередил на пути к раю?» Чем ты меня опередил? Вот вы представьте себе, это не Умар сказал, это не Абу Бакр сказал. Это посланник Аллаха, лучший из нас, лучший всего человечества, да? Лучший из всех созданий, лучше, чем ангелы. И он сказал: «О, Билал, скажи мне, чем ты меня опередил в раю?» «Инни дахальтуль барихаталь джанната фасамиату хашхашатака амами». Потому что я вчера зашел в рай, то есть Аллах Тааля дал ему возможность войти в рай, увидеть рай, и я услышал шум твоих ног, то есть топот, шум твоих шагов перед собой. Не за мной, а перед собой. И тогда Билал сказал: «Я Расуляллах, любое время, если я говорил азан, я обязательно совершал 2 ракагата намаза. И в любое время, если у меня, меня постигало осквернение, то есть у меня нарушалось омовение, илля таваддату индаху, я обязательно обновлял омовение». То есть, если он справлял нужду, да, или у него портился тахарат, илля таваддату индаху, я обязательно после этого обновлял тахарат. То есть он обязательно брал тахарат. Получается, он не ходил без тахарата. Все время, когда у него портился тахарат, получается, он все время брал тахарат. И когда посланник Аллаха услышал эти слова, он сказал: «Бихада, вот этим ты меня опередил». Вот этим ты меня опередил. То есть вот Билал, радиаллаху анху, он после того, как у него нарушался тахарат, да, портился тахарат, обязательно брал тахарат. И альхамдулилля, мы тоже можем, ради довольства Аллаха, иншаллах, ради Аллаха, после туалета все моют руки, так ведь? Моешь руки, а потом уже немного остается. Руки, сполоснуть рот, нос, особенно у кого есть возможность, да? Кто там на работе есть, раковина, он может брать тахарат. И в другом хадисе говорится: «Ля юхафиду аляль вуду илля му'мин». Посланник Аллаха сказал: хранить все время тахарат может только истинный верующий. Поэтому это, машаллах, это великое дело, когда мусульманин старается быть всегда с тахаратом. Потому что очень часто, когда вот начинает говорить азан, многие братья говорят: «Ой, у меня тахарата нет, ой, у меня тахарата нет». Ну, надо стараться, чтобы у тебя был тахарат всегда, особенно сегодня. Во время Билала в арабском полуострове системы водоснабжения, холодной, горячей воды, таких возможностей, да, не было, братья. Даже когда они переехали в Медину, там даже для питья воды не было.
да, продавали воду и очень дорого, и люди мучились, поэтому посланник Аллаха призвал людей выкупить колодец Рума, да, и Усман ибн Гаффан выкупил этот колодец и подарил как вакф всем людям. Поэтому те возможности, которые были у Билала, да, хранить свой тахарат все время, беречь, и те возможности, которые у нас, это небо и земля, дорогие братья. Поэтому нужно стараться всегда быть с тахаратом. Следующая причина, это уже как продолжение этой, саляту ракаатейни ба'даль вуду. Это 2 ракаата намаза после тахарата. И вот здесь есть хадис от Укба ибн Амир, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас берет омовение, фаюхсинуль вуду, и сделает это наилучшим образом, не просто так, да, а наилучшим образом, с суннами, как положено, сумма якуму фаяркау ракаатейни, а затем, после омовения, он встанет и совершит 2 ракаата намаза, но у этого намаза есть условия. Яхбилу алейхима бикальбихи ва ваджхихи, где вот в этих 2 ракаатах он, получается, яхбилу алейхима бикальбихи ва ваджхихи, то есть он направит к Аллаху, к довольству Аллаха, как сердце, так и лицо. То есть не просто лицо, мы направляем в сторону кибла, мы стоим перед Аллахом, ликом, но не только ликом, и сердцем, илля ваджибат лахуль джанна, ему обязательно для него, рай будет для него обязательным, ва гуфира лаху, и ему простятся его грехи. Но здесь, дорогие братья, есть условия, чтобы человек направился к Аллаху, к его довольству именно сердцем и лицом. Вот то же самое, как по сунне мы знаем, что нельзя вертеть своим головой туда-сюда, как посланник Аллаха говорит, сравнил с лисицей, да, как лиса, нельзя вертеть головой, да, во время намаза. И сподвижники, когда увидели юношу, который вертел вот так головой, они сказали: если бы его сердце было смиренно, а лицо не вертелось бы вот так. Потому что если ты обратил свой лик к Создателю, то не надо делиться с его созданиями. То есть все, ты обратил лик к Аллаху, тогда кто-то зашел, не отдавай свой лик другому. Ты же Аллаху посвятил этот лик. И то же самое с сердцем, а это намного труднее. Поэтому мы должны понимать, совершая намаз, да, что есть внешняя часть, наружная часть намаза. Это все телодвижения, это все зикры, это все слова поминания Аллаха, аяты, да, которые мы совершаем и произносим внутри молитвы. Но есть еще огромный, про которого многие братья и сестры даже не знают, даже не призадумываются, да, помимо наружной части намаза, внешней, есть огромный внутренний мир намаза. Это состояние твоего сердца. Это когда ты сердцем понимаешь, да, через сердце пропускаешь каждое движение, вот это руку, ты поднимаешься, ты что говоришь? Сами Аллаху лиман хамида, да? Потом ты восхваляешь Аллаха, потому что ты же сам говорил, что Аллах слышит, да услышит Аллах того, кто прославляет его, да, восхваляет его, и ты говоришь: Раббана валякаль хамд, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Агля. Вот эти слова, когда через сердце пропускаешь. Поэтому здесь не просто ты обновил тахарат, 2 ракаата, извините, намазнулся быстро-быстро, да, и все, у тебя все грехи простились. Нет, тут условие, чтобы ты и лицом, и сердцем обратился к Аллаху. Тогда обязательно для тебя рай будет обязательным. Идем дальше. Азан. Мы знаем, азан – это призыв к молитве, и, альхамдулилля, азан является сам по себе поклонением, и очень много превосходств, альхамдулилля, достоинств этого поклонения. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис, сборник имам Ахмада, ан-Насаи, сахих, достоверный: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля саффил мукаддам». Воистину, Аллах и его ангелы
говорят салават, то есть мы знаем, под салаватом Аллаха подразумевается то, что он вспоминает именем этого человека перед своими ангелами, да? Он, получается, гордится этими рабами, да? А под салаватом ангелов мы знаем, понимаем, что это дуа, истигфар, когда они просят прощения у Аллаха за этого человека. Они просят прощения аля софиль мукаддам, то есть за тех, кто стоят на первом ряду. Валь муаддину, и тот, кто произносит азан, югфару лаху мадда саутихи, за него будут просить прощения те создания, до которых доходит его голос. До которых доходит его голос, до которых доходит его азан. И будут подтверждать его, это благое дело, все, кто слышит его, минарот бин ваябисин, то есть из всех живых и неживых существ. И вот очень важный момент завершения хадиса, да? И он получит столько аджра, сколько людей совершат с ним намаз. Он получит столько аджра, сколько людей совершат с ним намаз. То есть муазин призвал хайя аля саля, спешите к молитве, хайя аля фаля, спешите к спасению, и сколько мусульман ответят на его призыв, то есть придут на этот джамагат намаз, сколько вот эти все, кто ответили ему, получат аджр, столько же аджра получит тот, кто позвал их на намаз. То есть это огромная милость Аллаха. Это огромная милость Аллаха. И иншаллах, это будет причиной того, что Аллах простит ему грехи. И также в другом хадисе говорится: «Инналь муаддина югфару лаху мудда саутихи». Воистину муаззин, ему простятся грехи до того, как до туда, докуда доходит его голос. «Ва юсаддикуху куллю ратбин ва ябисин самига саутаху». И будут подтверждать его благое дело, каждый живой и неживой, который услышал его голос. «Ва шахиду алейхи хамса ва гашруна дараджа». И мученик, который погиб на пути Аллаха, ему Аллах Тааля даст 25 степеней. И так далее, и так далее. Есть еще вот хадис, который, может быть, многие не слышали. Этот хадис раваху ибн Маджа, Даркутни, Хаким сказали, что это достоверный хадис в условиях имама Бухари. Этот хадис мы слышим от Абдулла ибн Умар, не Амр, радиаллаху анхума, это сын Умар ибн Хаттаба, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман аддана фната ашрата сана ваджабат лахуль джанна». Кто будет призывать мусульман к молитве, то есть говорить азан, на протяжении 12 лет, Аллах сделает для него рай обязательным. Аллах сделает для него рай обязательным. «Вакутиба лаху бита'винихи». И ему будет записываться за его азан «Фи кулли яумин ситтуна хасана». За каждый день ему будет записываться 60 благих дел. «Ваби икаматихи талатуна хасана». А за то, что он говорит икамат, ему будет записываться 30 благих дел. За каждый день, за то, что он азан говорил, будет записываться, как будто он совершил 60 благих дел, а за то, что он говорил икамат, 30 благих дел. Этот хадис, ученые сказали, сахих, достоверный, Ибн Маджа, Даркутни, Хаким. Я уж повторяюсь, да? Поэтому, альхамдулилля, то, что говорится 12 лет, он говорил азан, это о многом говорит, дорогие братья. Это получается, что он самый первый приходил в мечеть, это получается, что он минимум на первом ряду намаз читал, так ведь? И наверняка за имамом читал. Это получается, он не только азан говорил 12 лет, но и присутствовал в джамагат намазах и так далее, и так далее. Поэтому это не всем дано. Не всем дано. Идем дальше. Вот еще. Тоже я вот первый раз этот хадис в этой книге видел, ни разу нигде это не читал. Укба ибн Амир, радиаллаху анху, передает
что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: Аллах ю'джибу, то есть удивляется, твой Господь удивляется пастухом овец. Пастух овец, который пасет на горе своих овец. Ю'адзину лиссалати ва юсалли. Когда наступает время намаза, он говорит азан, призывает всех к намазу, и сам же встает и совершает намаз. То есть получается он один. Да? Пришло время намаза, и Аллах Тааля удивляется этому человеку, то есть поступку этого человека. Значит, он совершает действительно удивительное дело. Приходит время намаза, он говорит азан и совершает намаз. И видя вот это дело, Аллах говорит своим ангелам: «Унзуру иля абди хада». Посмотрите на моего, этого раба, посмотрите на него. «Юадзину ва юқиму ссалата яхафу минни». Он призывает людей к намазу, то есть он говорит азан и выстаивает намаз, яхафу минни, из-за страха передо мной. Из-за страха передо мной «Кад гафарту ли габди». И он говорит своим ангелам, Аллах говорит своим ангелам: я простил своего раба вот за это дело. Я простил его, адхальтуху джанна, и я введу его в рай. Он будет в раю. Этот хадис сахих, раваху Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи и так далее, и так далее. Вот, поэтому это очень такой, редко увидите, где этот хадис, да, может быть, первый раз многие слышали. Вот в чем превосходство вот этого человека, да? Человек, он не ученый, он пастух. Он пастух, и он пасет овец. И наверняка, кроме овец, баранов, там никого нет. Он один. Почему Аллах Тааля удивляется его азану, удивляется его молитве? Аллах Тааля говорит: «Яхафу минни». Все это он совершает только из-за страха передо мной. То есть только ради меня. Потому что кроме баранов этот азан никто не слышит. И ученые, объясняя этот хадис, они говорят: почему Аллах Тааля простил ему грехи и ввел его в райские сады? Потому что если бы он не говорил азан, если бы он не совершил намаз, никто бы его за это упрекать не стал бы. То есть он там один. Он там один. Его нафс еще есть, шайтан есть, и Аллах видит его. Так ведь? То есть это его искренность. Никто бы, если бы он просто азан не говорил бы, никто бы его за это не упрекнул бы. И никто азан не сказал бы. Если здесь один не скажет, то другой скажет. Так ведь? Если ты намаз не почитаешь, то другой тебе скажет: брат, ты читай давай. Например, там где-то мы работаем вместе, да? Где-то в дороге. Пришло время азана, пришло время намаза. Если ты забудешь, тебе скажут: брат, не забудь. Дома мы говорим, жены нам говорят, мы женам говорим, детям говорим, они нам говорят. Так ведь? А здесь никого нет. Никто ему не говорит: давай намаз почитай. Надо намаз совершить, молитву. Если он не совершит, никто его упрекать за это не будет. Получается у него что? Искренность. И еще есть хадис другой. Я не помню, в этой книге я это читал. Но есть хадис, когда человек в пустыне, мы же знаем, за джамагат намаз сколько мы получаем аджра? 25, а то и 27 раз больше. Да? То есть вместо одного намаза Аллах дает нам бонус и записывает нам минимум 25, иншаллах, 27 намазов. Да? 27 раз больше. Но есть хадис, иншаллах, я, если не забуду, иншаллах, напомните мне, на следующей неделе, иншаллах, я вам прочитаю этот хадис. В этом хадисе говорится, когда верующий совершает в пустыне намаз, Аллах дает ему 50 раз больше аджра. То есть ему записывается как 50 намазов. Не 25, не 27, как 50. Почему? Казалось бы, чем больше джамагата, тем больше аджра. Не всегда так. Вот здесь, в пустыне, он один. Его никто не будет призывать, никто азан не говорит, никто его не призывает к намазу, но он знает, у него в сердце есть иман, есть таква, есть страх перед Аллахом. И он знает, что пришло время, нужно совершать намаз. И почему вот азан и молитва оказалась удивительной
этого пастуха, потому что он был один. И он бисмилля, он только в страхе перед Аллахом, да, он совершил это дело. И Аллах простил ему грехи. Салятуль джамаа. Коллективный намаз. Здесь уже много хадисов, но я только один хадис прочитаю вам. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салятур раджули фи джамаатин», молитва мужчины в джамаате, «тазиду аля салатихи фи байтихи ва салатихи фи сукихи хамсан ва ашрина дараджа», прибавляет ему к намазу, который он совершает у себя дома или у себя на рынке, ну скажем на работе, да, 25 степеней. То есть он получит награду за этот намаз, если он совершил его в коллективе в мечети, в 25 раз больше. И это происходит тогда, когда кто-либо из вас, то есть условие, когда кто-либо из вас совершает омовение, фаахсан аль-вуду, и он совершает его наилучшим образом. Потом он приходит в мечеть, и когда он идет в мечеть, у него нет другого намерения, кроме намаза. Поэтому за джамаат намаз мы получим аджр, но есть у него условия, так ведь? То есть, когда он идет в мечеть только с намерением совершать намаз. Человек может идти в мечеть, да, потому что вот тот брат ему денег должен. Он его не может найти, но он наверняка его найдет в мечети. Он же хороший брат, вот он его там встретит. То есть это уже все, это не намаз. То есть получается не только ради намаза, так ведь? То есть здесь именно условия. И вот если он выполнит эти условия, с тахаратом еще, так ведь? Если он выполнит эти условия, он не совершит даже один шаг, кроме как Аллах поднимет за этот шаг его на одну степень, и за каждый этот шаг Аллах простит ему одно прегрешение. То есть, если он совершит омовение наилучшим образом и выйдет из дома, я не знаю, из работы, в сторону мечети, только с намерением совершить намаз, коллективный намаз, за каждый шаг, его шаг, Аллах будет поднимать его степень, да, за каждый шаг, и за каждый шаг Аллах будет прощать ему прегрешение, хатта ядхуль аль-масджид, и это будет продолжаться до тех пор, пока он не войдет в мечеть. То есть получается, чем больше расстояние, тем больше шагов и тем больше грехов прощается, и тем больше степени Аллах Тааля поднимает. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ, и когда он войдет в мечеть, كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ, и когда он войдет в мечеть, он останется внутри намаза, то есть он останется внутри, он будет совершать свой намаз, считаться, что он совершает намаз, пока намаз будет удерживать его в мечети. То есть человек пришел в мечеть. Из-за чего? Из-за намаза. Перед Аллахом, может он там поспит, я не знаю, может он посидит, может он Коран почитает, может он дуа сделает, так ведь? Может он просто посидит, поразмышляет, да? Но он сидит в мечети, задерживает его что? Намаз. Вот пока намаз будет удерживать его в мечети, перед Аллахом он будет в намазе. То есть, если, например, человек пришел совершить магриб, да, но он остался айша, он может просто посидеть, он может просто Коран почитать, да, он может зикр делать, но, альхамдулилля, за то, что его намаз удерживает в мечети, как будто он будет находиться внутри намаза. И пока он будет сидеть на своем месте, да, находиться на своем месте, ангелы будут просить у Аллаха за него прощения. То есть это уже достоинство нахождения в мечети, достоинство ожидания намаза. Ты же остался в мечети только из-за намаза. Пока ты будешь находиться в мечети, ангелы будут просить за тебя у Аллаха прощения. Якулун, и они будут говорить: Аллахумма гфир лаху,
Аллахумма архамху, Аллахумма туба алейхи. И ангелы будут говорить: о Аллах, прости ему, Аллахумма архамху, о Аллах, смилостивайся над ним, не спошли на него свою милость, Аллахумма туба алейхи, о Аллах, прости, очисти его от грехов, прими его покаяние. Малям, но здесь есть условие. Пророк, посланник Аллаха, сказал в завершении хадиса: малям ю'зи фихи, если он во время нахождения в мечети не будет причинять вред другим. Ау юхдиту фихи, то есть или не будет, слово хадат — это осквернение, то есть получается, ученые говорят, я посмотрел, поискал, все-таки большинство ученых говорят, что юхдиту фихи, то есть человек, когда портит тахарат, когда вот он может удержать тахарат, но в мечети портит тахарат, это уже невоспитанность, когда человек в мечети портит тахарат. И некоторые ученые говорят, когда человек причиняет вред другим, то есть получается, он причиняет боль им. Когда человек портит тахарат, выпускает воздух, в мечети, он причиняет вред ангелам, потому что ангелы, они чувствительны к запаху. Поэтому мы знаем по сунне, если ты поел лук, и вот эти пахучие вещи, ты не должен приходить в мечеть, так ведь? Поэтому это адаб. И вот здесь есть условия. Поэтому если человек пришел на намаз, но он занимается болтовней, он или, например, сидит, разговаривает и мешает другим поминать Аллаха, или читать Коран, или совершать намаз, получается, весь этот аджр, который был ему обещан, всего этого не будет. Потому что это условие нахождения в мечети. Мы не должны причинять вред и людям, и ангелам. Этот хадис в сборнике Муслим, Бухари, Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа. Если это в сборниках Бухари, Муслим, обязательно уже достоверные. Еще два пройдем, нет? Ничего там, не заснули? Нормально все? Ас-салату фи саффиль ауали ва суфуфиль мукаддама. Совершение молитвы в первом ряду и в первых рядах, то есть в передних рядах. Потому что не всем может достаться место в первом ряду, но может остаться место в втором ряду. И ты должен, прежде чем встать в третий ряд, ты должен заполнить второй ряд. Так ведь? Вот за это есть отдельный аджр, иншаллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля саффиль ауаль». Воистину Аллах и его ангелы юсаллун, то есть делают салават за тех, кто выстаивает намаз в первом ряду. То есть Аллах Тааля будет поминать имя этого раба перед своими ангелами, и ангелы будут просить прощения у Аллаха за этого раба. И также этот хадис раваху Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, Хаким и так далее, сахих хадис. И дальше: «Инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна аля суфуфиль мукаддама». А в другом хадисе говорится, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Воистину Аллах вспоминает имена своих рабов, ва малайкатаху, и ангелы просят прощения за тех, кто юсаллуна аля суфуфиль мукаддама, которые совершают намазы в передних рядах. То есть они стараются оказаться в передних рядах. То есть мы знаем, самый лучший ряд, это первый. В первом ряду самое лучшее место где? За имамом. Так ведь? За имамом. После первого ряда самый лучший ряд — это второй ряд. Не третий, не четвертый, это второй ряд. После второго ряда третий ряд. После третьего четвертый. Вот поэтому мусульманин, насколько он может, он должен пройти вперед. То есть, иншаллах, ангелы будут просить прощения у Аллаха за тех, кто заполняет передние ряды. Также отдельный аджр тем, кто соединяет ряды. Вот как раз это наш вопрос. То есть он пришел,
мусульмане встали, например, уже 4-м рядом. Но он видит, что в 3-м ряду осталось место. Это очень часто мы видим, очень часто, потому что кто-то, может, не знает, кто-то, может, не увидел, да, за столбом вот осталось место. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах, ва малаикатаху, его ангелы, юсаллуна аля аллазина ясилуна суфуф. То есть они делают салават тем, которые соединяют ряды. Соединяют. Вот осталось место, оно несоединенное. Вот ты встал, оно соединилось. Оно соединилось. وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. И если он заполнил одно пустое место, Аллах за это его дело поднимет его степень. Этот хадис хасан, хороший, передает имам Ахмад, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Хаким от Гаиша радийаллаху анха. И суджуд на сегодня, наверное, все. Дальше уже у нас салятуль джумга идет, пятничная молитва. Суджуд. Следующая причина прощения — это суджуд. Это как раз самое великое вот то положение раба внутри намаза, так ведь, когда он находится в наиближайшем расстоянии от Всевышнего Аллаха, от Его милости. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: знай, и'лям, аннака ла тасджуд лиллахи садждатан илля рафа Аллаху лака биха дараджа ва хатта анка биха хатиа. Знай, если ты совершишь хотя бы один суджуд, когда ты совершаешь один суджуд Аллаху, Аллах Тааля обязательно за этот суджуд возвысит твою степень, и Аллах Тааля простит за этот суджуд тебе прегрешение. То есть получается, за каждый суджуд, который мы совершаем, Всевышний Аллах возвышает нам на одну степень, на одну ступеньку, да, и Аллах прощает нам грех. И этот хадис сахих, раваху Ахмад, Абу Я'ля, Табарани, от Абу Умама. И следующий хадис, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: акфир мина суджуд, побольше совершайте суджуд. То есть получается, мы же не можем в 2 ракагатах больше положенного суджуд делать. Значит, что нужно делать? Побольше намазы надо читать. Так ведь? Побольше навафиль. Акфир мина суджуд. Увеличивай свои суджуды. Фаиннаху лайса мин муслимин ясджуду лиллахи та'аля садждатан илля рафааху Аллаху биха дараджатан фил джаннати ва хатта анху биха хати'ан. Воистину, любой мусульманин, который совершит Аллаху один суджуд, за этот суджуд Аллах обязательно возвысит его степень в раю и простит ему прегрешение. За каждый суджуд получается. Этот хадис Ибн Саад, имам Ахмад, сахих, сказали, что этот хадис достоверный. Ну, иншаллах, на сегодня все. Следующий урок начнем. Причина гуслюль джумга. То есть совершать полное омовение, брать гусль в пятницу перед намазом. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран джаза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.